Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. С 1968 года в Якутии проводится спартакиада на призы легендарного народного героя Василия Манчары. Первые игры собрали 253 участника. В современных играх принимают участие тысячи спортсменов со всей Якутии. Гость нашей студии Афанасий Алексеев, основоположник игр Василия Манчары, заслуженный работник по физической культуре и спорту России и Якутской ССР, лауреат госпремии имени Коркина. Афанасий Егорович, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы родом? Кто ваши родители? Расскажите о вашей семье. Я родом из Белинского Улуса. Я очень горжусь своим районом. Там был великий русский революционер, Николай Гаврилович Чернышевский, ссылкой был. И по его имени там Центральная улица и педагогическое училище. Я там учился. Мои родители колхозники. Мама дояркой работала 40 лет, стакановец, а отец там в разных работах. И я женат, 3 детей, 9 внуков. И все, образование получили, все нормально. Вы с детства занимались спортом. Каких успехов вы достигли в спортивной карьере? Отец был очень хорошим бегуном. Он бегал все время. И все время говорил, я не прославился. Только в своем наследии, в близлежащих наследиях выиграл. Чемпионом республики не стал. Давай ты становись чемпионом республики. Занимайся, занимайся, занимайся. Бегай. Всегда тренировал. Поэтому то, что сказал папа, у меня в голове сидит. И поэтому я тренировался. Ну, чемпионом района, 17 раз чемпионом республики стал, 4 раза чемпионом Сибири и Дальнего Востока, 2-м призером Российской Федерации и 3-м призером Советского Союза. Состав сборной команды включили. И там на сборах находились и так далее. А потом я, когда выиграл вот на Дальнем Востоке и так далее, Владимир Дедок, Николай Семенов, они очень хорошо бегали. Меня не отпускали отсюда, денег не было на сборы на Олимпийских играх. Они становились чемпионом мира. Тогда я не обратил внимания, когда сейчас старым стал, очень жалею, что меня не отправили. Я, может быть, становился чемпионом мира. Многие годы вы организовывали физкультурное движение Якутии. Кем вы работали в области спорта, физической культуры? 10 лет работал председателем сельского спортивного общества «Урожай», 10 лет председателем спорткомитета республики и 5 лет председателем Национального комитета по проведению игр «Дети Азии». 25 лет. Я очень счастливый человек. Значит, занимался оздоровлением своей нации, своего народа. Расскажите о периоде, когда вы были председателем Якутского областного совета ДСО «Урожай». Чем примечательны эти годы для вас? Да, очень продуктивно работал тогда в сельском спортивном обществе «Урожай». И разные мероприятия мы проводили по классическим видам и так далее. Но все-таки я недоволен был. Я хотел развивать свои национальные виды спорта, исконно народные якутские. Это прыжки, крыс, танга, ковак, перетягивание палки, мас-реслинг, хапсай и стрельба из лука, бег. И все время этим я хотел организовать. Поэтому объявил конкурс среди районов, 24 сельских района. Назовите человека, мы хотим на призы этого выдающегося человека провести игры Манчары, сейчас называется. Они переставили сильных людей, быстрых, смелых, 10 человек по конкурсу. А потом мы выбрали Василия
Федорова Монтяра. Это выдающийся человек был, хорошо бегал, хорошо боролся и так далее. Поэтому по имени на призы Монтяра проводится 1968 года. На это получился. В данное время наше главное достижение – 352 человека, чемпионы России, Европы, мира. Нигде нету. России во всем мире такой малой национальности столько достижений. Это колоссально. Проводились 21 раз проводится. Вот нынче в прошлом году в Горном Улусе. Там приехали председатель, министр по спорту России, президент Олимпийского комитета, посмотрели, они очень убедились, это очень сильные, хорошие виды спорта. Надо включить Олимпийские игры, например, масс-рестлинг. В мире 52 страны занимаются масс-рестлингом. И федерации организовали. И они один голос говорят, Олимпийские игры надо включить, масс-рестлинг. Такая работа сейчас ведется. Поэтому очень хорошо. А разрешение получить очень сложно было имени Монтяра. Я первым секретарем обкома партии Гаврила Челябе заходил, просил, он разрешение дал. Это великий якут, великий человек, на призы можно привести. И проводим. А по каким видам проводится спартакиада в наши дни? Здесь много видов. Сейчас эти национальные прыжки якутские. Сейчас масс-рестлинг, перетягивание палки, бег, и стрельба из лука, гиревой спорт и так далее. Очень успешно они проводятся. В 1985 году в Якутске прошел 41-й чемпионат СССР. Как вы к этому готовились? Это было очень здорово. Я дружил с великим тренером Дмитрием Петровичем Коркиным, заслуженный тренер Советского Союза, России и Якутии. Он подготовил 2 олимпийских чемпионов, олимпийских призеров, 1000 чемпионов республики России, Европы, мира. И он просил, давай порадуем свой якутский народ. Вот через 2 года будет проводиться 41-й чемпионат Советского Союза по вольной борьбе. А потом он говорит, давайте, воюйте, давай здесь проведем этот чемпионат. Я с руководством разговаривал, областным комитетом партии и правительством. Они сказали, ладно, мы согласны, если так. Условия, конечно, не позволяют, гостиницы нет и так далее, прочее. А потом вы воюете в Москве. Поехали в Москву, и там 10 дней воевали. Оказывается, и решает Центральный комитет партии, потому что очень ответственное мероприятие. 15 союзных республик. А потом, оказывается, секретариат во главе Михаила Андреевича Суслова. Я первый день туда захожу, он занятый человек, второй день. Записали меня, и я попал на прием к Суслову. Это главный идеолог Коммунистической партии Советского Союза. Я разговаривал так. Мы чемпионов Олимпийских игр подготовили. Хотим провести в городе Якутске, показать своему народу большой праздник, 41-й чемпионат. Он послушал, хорошо говорит, если хорошо организуете, разрешение дадим. И принято решение секретариата ЦК КПСС, мы здесь проводили. Стадион «Спартак», сейчас «Соймада». У РОСА поставили 15 штук, 15 союзных республик, команды сборные были. Они очень довольны были. 2 дня чемпионы мира были, олимпийские чемпионы мы проводили на высочайшем уровне. 1 чемпион Советского Союза, 2 призер Советского Союза,
и 2 вторых места серебряных призера. И Петр Константинов бронзовый призер. Такого достижения когда не было. Очень довольны были. Вы также являетесь основоположником хоровода «Осохой» и сами получили звание великого запевалы. Расскажите об этой вашей деятельности. Это очень... якутский народ гордится. Это Осохой хоровод, массовый хоровод. Здесь рекорд мира стоял. Китайцы, рекорд дракона. Китайцы рекорд побили, и в течение 50 лет этот рекорд стоял в мире. 5500 человек. А мы в 2012 году из Хатыни, когда сыр был, там рекорд поставили. 15 292 человека. Это в национальном костюме наши все. Там танцевали хоровод. Ну, мировой рекорд Гиннеса установили. Мы рекордсмены мира. А потом я, с малых лет, мама хорошо пел и так далее. Все время говорил, мой мальчик, будешь хорошим певцом, Осохой будешь кричать и так далее. Ты знаменитым будешь. Ну, я с этим, поэтому заветом мам выполнил. Стал Ад-Дархан Этайки 4 раза чемпионом республики. И я Осохой кричал в Атланте, когда Олимпийские игры были в Соединенных Штатах Америки. Там олимпийская деревня. 2000 человек было, принимали участие. И Сидней, Австралии, тоже Осохой кричал там. Там было 1500 человек. Вот очень интересное сказание Осохой, национальный хоровод якутского народа. Вот таким образом. Афанасий Егорович, вам 88 лет, и вы продолжаете заниматься физической культурой? В обязательном порядке. Без этого я не могу. Неделю 4 раза по 10-15 километров бегаю. Я плаваю в плавательном бассейне. И в воскресенье Осохой. Это еще движение сильное. Так что это движение, это жизнь. Здоровье – это счастье, счастье – это здоровье. А что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Своим телезрителям надо заниматься физкультурой и спортом. Двигайтесь, бегайте, тогда будете здоровым. Это жизнь. Если будете здоровым, все будет. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. Афанасий Егорович, спасибо. Желаю вам того же. И спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.